В последнее время многие пассажиры жалуются, что на новых автовокзалах практически нет таксистов, которые выезжают в регионы. По их словам, частные извозчики перешли в телеграм-каналы, где они ставят высокие тарифы и часто меняют локации. В связи с этим в столице провели рейд с участием городских властей совместно с патрульной милицией. В данное время таксисты работают нелегально, незаконно работают. Поэтому уставшие таксисты, например, Саша приедет ночью и утром обратно уедет, они проверяются, технические осмотры, а у нас на новом автовокзале временном, там есть нарколог, там есть специальные специалисты, которые проверяют всех машин. Поэтому мы просим у всех жителей, всех пассажиров, всех наших граждан, чтобы они поехали на новый автовокзал и оттуда выехали на южные регионы. Сами таксисты говорят, что они работают легально и при себе имеют все необходимые документы. На вопрос, почему они берут клиентов не на автовокзале, отвечают, что люди продолжают сами приходить на бывший автовокзал или ищут такси вокруг Ошского рынка. Я сам приехал из Оша месяц назад. Мне говорили, что на временном автовокзале нет такси, и люди туда практически не приходят. Пассажиры предпочитают искать такси через телеграм-каналы. Вот и мы теперь тоже собираем людей через интернет. Так и зарабатываем. А что тут такого? Мы же не нарушаем закон. По правилам, автобусы и маршрутные такси должны выезжать в рейсы после тщательных проверок соответствующих органов. Кроме этого, у таксистов должна быть медицинская книжка и медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами установленного образца. Многие таксисты игнорируют эти требования. Мало того, в пути они создают аварийные ситуации, так как при курсировании между регионами элементарно не высыпаются. Баткен областынан, Ош областынан, жана башка областтардан уктабай келет. По нашим данным, большинство водителей, курсирующие в южные регионы, не отдыхают. Вместо того, чтобы выспаться, они набирают новых клиентов и снова выезжают в дорогу. Иногда даже дерутся за клиентов. Все это небезопасно. А ведь по правилам они должны каждый раз проходить освидетельство у нарколога. Авто должно регулярно проходить техосмотр. Они же не делают этого. Рейд будет проводиться регулярно. Все выявленные нарушители будут оштрафованы по статье 199 Кодекса о правонарушениях. Транспортные средства нарушителей поставлены на штрафстоянку. Ермек Куренкеев, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.